Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Какую встречу готовят вам высшие силы? С кем вам суждено встретиться? Загадайте, пожалуйста, на себя и загадайте на самое ближайшее время. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои милые, вы все разные, отсыпочка у нас общая. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Здесь нам показывают мужчину, который способен зонтик над вашей головой раскрыть. У него он есть, и он может его раскрыть над вашей головой. Но зонт — это защита, это решение, это помощь. Взять человека под зонтик — это его защитить от всех невзгод, от всех проблем, сложных ситуаций в жизни, от неприятностей защитить. Сильный мужчина мне идет, сильный мужчина, мускулистый, может быть, в прямом смысле слова, у него там прям такие бицепсы, трицепсы и весь такой качок. А у кого-то отыграется, что речь идет об его внутренней силе. Необычный мужчина, с такими раньше вы не знакомились, не встречались. Либо в кругу ваших связей, в кругу ваших знакомых таких людей в принципе нет. Что-то, как, знаете, первый опыт идет, да? Первый опыт общения с таким человеком. Здесь однозначно показано, что мужчина будет гораздо старше вас по возрасту. Гораздо старше — это 10 и более лет. Понимаете, вот в таком ключе. Может быть, вы его даже как-то воспримете как отца. Вот как-то так. Не как там мужчину, жениха, любовника, а как отца больше, да? Вот какое-то отеческое идет. Приголубит, защитит, как маленькую девочку, да, как дочь к себе прижмет и вот от врагов защитит, либо какие-то беды отгонит. В таком ключе. Но у кого-то из вас отыграется, что вы, может быть, без отца росли. Вот не было рядом сильного мужчины, который мог бы вас защищать. Может быть, и был, но он там либо пил, либо гулял, как-то не участвовал в вашей жизни. А у кого-то отыграется, что отца вот не было. Да, вот так случилось в жизни, что вас мама растила. И вы всю жизнь искали вот такую сильную фигуру. Даже не мужа искали, даже не любовь искали, а искали именно отца. Того, кто защитит, с кем хорошо, с кем безопасно, с кем я могу расслабиться и действительно почувствовать себя маленькой девочкой. Да. Красиво показали. Этот мужчина, он должен стать вашим земным ангелом-хранителем. Вот во всех смыслах этого слова. Доверенное лицо, родная душа, защитник, добытчик. Тот, кто не предаст и не обманет. Тот, кто крылышками своими закроет. Да? Кто себя не пощадит, но вас защитит. В таком ключе информация. Скажу честно, вы все разные. У кого-то отыграет, что мужчина-покровитель, да, вот такой друг-покровитель, земной ангел-хранитель. А у других идет действительно как будущее, как будущий муж. Тут даже не просто муж, смотрите, это как многофункциональный муж. Да? Он же муж, он же любовник, он же друг, он же как и отец, он же как и ангел-хранитель. Понимаете, вот в таком ключе информация. Здесь какие-то проблемы могут быть на пути ваших взаимоотношений, но опять же проблемы по большей части они как в голове идут. Может быть, вас действительно будет смущать разница в возрасте. Может быть, на момент встречи кто-то из вас будет не свободен. Я не исключаю, что вы сейчас в браке находитесь. Может быть, мужчина в браке. Да? Кто-то из вас может быть не свободен. Но вижу, что вы друг другу небом даны. Да? Это даже не просто судьба, это небом даны. Тут прям
какие бы преграды ни были между вами на пути вашей дружбы, либо на пути вашей любви, вы все равно это пройдете. Вы все равно вместе будете. С этим мужчиной сложатся прекрасные взаимоотношения, очень доверительные взаимоотношения. И именно этому мужчине вы, возможно, впервые в жизни поверите, либо сможете поверить. Вот. И он вам будет верить, но он вам сразу поверит, потому что он вас насквозь будет видеть и видеть вашу светлую душу, ваш светлый образ, вашу бескорыстность. Да, вот это все будет видеть. Не знаю, что-то есть у вас такое, чего нет в других женщинах. И еще у кого-то играет, что мужчина не простой, а мужчина обладает, может быть, даже каким-то экстрасенсорным даром. Да? Может быть, он и не практикует, но он у него есть, как говорят, чуйка, да? И он этим по жизни пользуется. Да? Вот, пользуется своим даром, он чувствует людей, он знает, с кем сотрудничать, от кого держаться подальше, в какое дело вложиться, какое лучше избегать. Да? Вот в таком ключе информация. Встреча ваша придет от людей. От людей. Здесь либо вы через кого-то знакомитесь, кто-то вас знакомит, либо в каком-то людном месте, где, не знаю, толкнут к друг другу, подтолкнут, вы друг на друга наткнетесь, да, какая-то суета, метушня идет. В таком ключе познакомить. Это может быть какой-то праздник, день рождения, корпоратив, может быть даже какое-то представление в театре, в кинотеатре, что-то развлекательное, да, вот в таком ключе информация. Опять же, вы все разные и по-разному будете знакомиться, но от людей идет, либо в обществе людей, либо люди знакомят, либо благодаря тому, что много людей, вам придется познакомиться, как-то так идет. Вот. Но высшие силы мудры, они знают, что они делают. В самый темный и сложный период вашей жизни, вот именно сейчас, да, посылают именно того, кто станет вашим светом. Мне идет так. Не зря его ангелам показывают, что вы его видите как ангела, ангела-хранителя, ангела-спасителя. В самый сложный момент вашей жизни посылают вам свет в лице этого мужчины. Он действительно сильный, он действительно мощный, он действительно способен на конкретные, серьезные поступки, вещи, шаги в вашу сторону. И я так даже скажу, его не просто так посылают. Высшие силы хотят, чтобы вы максимально легко, просто и комфортно вышли из тех сложных событий, той сложной ситуации, в которую вы попали. Да? В самую глубокую густую тьму отправляют луч света. Такой свет, который разгоняет эту тьму, который растворяет эту тьму. Все преображает, все осветляет. Сильные здесь знаки, и в этом действительно есть очень глубокий смысл. И это как обещанный мужчина в вашей жизни. Не знаю, почему обещанный, может быть, вам кто-то уже предсказывал, а может быть, вам ваша мама говорила, что вот ты у меня будешь счастливой, вот тебя муж будет хороший, да, вот как обещанный мне он идет. Обещанный. Может быть, в вашей судьбе до воплощения в нашем мире обещали, что у вас будет достойный партнер. Да? И вот он обещанный, он идет. Так, что касается мужчины. Какая бы ни была его жизнь до вас, он ее перечеркнет. Вот то, что было, он перечеркнет. И вместе с вами одновременно он делает шаг в новую жизнь. Там, где вы идете вдвоем. Если мужчина будет вашим покровителем, и действительно будут отношения как у отца и дочери, в плане поддерживает, помогает, этот мужчина раскроет над вашей головой зонт, и пока он живет, он будет вас поддерживать, защищать и оберегать. И это вы будете повсеместно чувствовать. Да, мужчины и женщины тоже могут дружить. Могут. Вопреки стереотипам могут и делают это. И у вас тоже это может произойти. Этот мужчина поменяет вашу жизнь, просто на 180 градусов развернет. Здесь речь не только о чувствах, отношениях, да, одиночестве. Здесь еще речь идет о финансовом благополучии, финансовой стабильности. Если честно, здесь показано, что у кого-то из вас неподъемные долги есть. То ли по кредитам, то ли по ипотеке, то ли... что-то есть, да, какие-то неподъемные долги, которые такой жесткой цепью вокруг вашей шеи обвиваются.
И вижу, что только мужчина этот может снять эти цепи, освободить вас от этих долгов. Я так понимаю, что он за вас заплатит, да, либо ваши долги оплатит. Будь то дружеское отношение, будь то любовная тематика, он это сделает. Вот по благородству души, по зову сердца, по велению как совести, да, он это сделает и освободит вас от этой цепи. Вижу, что между вами какая-то вот кармическая связь проглядывается, но она больше похожа на понятие родственные души. Да? Возможно, в прошлых воплощениях вы с этим мужчиной уже были вместе, но, опять же, в разных сценариях. Может быть, он действительно был вашим отцом, а может быть, вы были мужем и женой. Да? Вот у каждого отыграется по-своему. То есть здесь что-то родное, теплое, давно забытое, то, что вы чувствуете, но объяснить себе не можете. Он тоже это будет чувствовать. Да, вот как через воплощение вы идете, встречаетесь и разные сценарии проигрываете. И еще по поводу этого мужчины, здесь просят вам передать, чтобы вы никогда в нем не сомневались. Никогда не ставили его слова под сомнение. Верили ему и действовали так, как он говорит. То есть, да, все в жизни бывает, и там могут подружки там вам злословить, советовать, и могут там даже родственники вам всякие такие каверзные штуки там спрашивать, задавать, либо в тупик вас ставить там своими, опять же, вопросами, сомнениями, подозрениями. То есть вы должны ему верить. Если вы ему верите, у вас все идеально складывается. Если начинаете сомневаться, искать там подвох, да, что там, где там, какая есть грязь, какое пятнышко есть, то это может очень сильно негативно повлиять на ваши отношения. То есть где-то их застопорить, либо даже как отбросить там, на несколько периодов назад. И смотрите, еще такой момент по поводу этого мужчины. Здесь очень органично будет все между вами развиваться. Здесь нет каких-то безумных пиков, да, пик вперед, вверх, в пик вниз. Этого не будет. Очень гармонично и плавно ваши отношения развиваются. Кем бы ни был для вас этот мужчина, он родной идет. Вот как родной. Родной был, да, в прошлых воплощениях, и родной опять станет в этом воплощении, в этом сценарии. Да. Встреча, которая меняет действительно все. Встреча, которая приносит свет в вашу жизнь. Но избавляет от цепей. Избавляет, может быть, даже от каких-то страхов, от одиночества, от боли, от страданий, от козней врагов. Понимаете, он вас защитит. Зонт над вашей головой откроет. Придет этот мужчина мужем, либо придет другом-отцом, зонт над вашей головой он точно откроет. И до конца своих дней он будет держать его открытым над вашей головой. Дальше еще встреча. Тут встреча, которая, возможно, вам не очень понравится поначалу, либо не совсем будет приятной, но в этом есть смысл. Здесь вы встретите двух людей. Эти люди в свое время причинили вам боль и страдания. Эти люди в свое время могли вас жестко обмануть, накликать на вас беды, либо сами стать источником ваших бед. Два человека сразу, вот вместе, вдвоем, да, вижу, что встречу такую вам готовят. Как будто бы взглянуть в глаза своим врагам. Вот как-то так идет. Только вы своих врагов, возможно, сразу и не узнаете. Настолько это будет жалкое, плачевное и отвратительное, омерзительное зрелище. Опять же, вы все разные, но вижу, что эти люди будут в какой-то абсолютно невменяемой форме, в каком-то абсолютно отвратительном состоянии. Люди могли спиться, сколоться. Люди могли чем-то вот прям таким, может быть, болеть, да, что меняет внешность, меняет там форму тела и даже рост. Да, вот, людей могло просто скрутить, вывернуть, перевернуть. То есть вы этих людей сразу и не узнаете. Просто посмотрите и скажете: ой, какие несчастные люди, как они плохо выглядят. А потом, когда вы поймете, что это ваши враги, что это именно те, кто максимально вас в жизни обидели и стали причиной ваших бед, а вот тогда вы ахнете. Вы скажете: ну надо же, да? Вы ведь помните их в лучшее их время, да, какими они были, как они выглядели. И теперь вы видите, что с ними стало. Здесь не просто месть. Здесь высшие силы хотят вам показать, что ваших врагов
бумеранг не обошел, что ваши враги платят, не заплатили, а все еще платят страшную цену за то, что вас обидели, за то, что грех перед вами совершили. Тут эмоция чувств, эмоции ощущений, все они, конечно, негативного характера, но тем не менее. Вы тут, конечно, и плаваете, да, пите, что вам жалко этих людей, пите, что вы думаете, что ох, так вам и надо, сволочи. Ну, в общем, да, испытаете гамму чувств. И высшие силы вам их покажут. Вот в прямом смысле слова покажут. В самом неожиданном месте, в самый неожиданный день вы встретите этих людей, вы их увидите. Кто-то даже говорить с ними будет. Ну, а кто-то и не будет. Да, достаточно будет то, что вы увидите. Покажут. Это вам покажут. 100% покажут. Не просто там услышать от кого-то, увидеть, собственными глазами увидеть. Что стало с вашими врагами, в кого они превратились. Вот это вы увидите. Так, еще с правой стороны. Ну, тут встреча больше похожа как дружеская встреча. Дружеская, может быть, родственная. Кстати, да, родственная тоже может быть. Тот человек, кого вы очень давно не видели и о ком очень сильно жалели, да, жалели о том, что вы расстались, жалели о том, что вы не общаетесь, жалели о том, что вы не видитесь. Может быть, этот человек вам был очень нужен, либо очень переживали за этого человека. Ну, тут все может быть, да, вы могли расстаться там с другом, с подругой, вы могли потерять связь, контакты с какими-то родственниками. А у кого-то отыграется, вы даже и не знали о существовании каких-то родственников. И вот высшие силы готовят вам встречу. С правой стороны на пользу пойдет, радость вам принесет. Все-таки найти своих, найти друзей, найти родственников, встретить их опять, иметь возможность опять общаться, это же радость, это же подарок судьбы. Здесь что-то очень хорошее произойдет, что-то жизнеутверждающее. Кого бы вы ни встретили, родственника, либо друга, подругу, все это на пользу пойдет, все это радость принесет. Вот здесь какая-то взаимная благодарность небесам за то, что дали возможность встретиться, за то, что снова свели, либо за то, что снова объединили. Прям очень приятно будет. Приятно, и встреча очень такая теплая, добрая, ну, либо знакомство, если вы с какими-то родственниками своими не знакомы, очень теплая, добрая и душевная. Так, еще высшие силы говорят о том, что у вас круг общения будет меняться. Причем стремительно и быстро. Вот именно среда, в которой вы живете, люди, с которыми вы общаетесь, вот здесь будут перемены. Перемены, которые вы как-то в штыки воспринимаете, ну, либо они вас пугают, но по ходу все заканчивается хорошо. Вот. Говорят о том, чтобы вы приняли волю небес, и о том, что это нужно для вас и для вашей будущей жизни. И еще кого-то из вас показывают на маленькой лошадке, которая стремительно мчится куда-то в левую сторону. Здесь может быть что угодно, начиная там от переезда, да, переехать с одного города в другой, переехать с одной страны в другую страну, и заканчивая, например, поменять работу. Сменить одну компанию на другую, один коллектив на другой коллектив. Говорят, что вам на новом месте либо в новом обществе будет гораздо и лучше, и легче, и приятней. Быстро разнакомитесь, быстро друг друга узнаете и быстро поймете, что вы попали именно к своим людям, к тем, с кем вам хорошо и комфортно, к тем, кто не носит маски, и вам не нужно носить маску. Этих людей не нужно бояться, не нужно напрягаться, можно просто расслабиться и приятно общаться с друг другом. Вот смена локации, смена места жительства, смена коллектива, смена вообще, в принципе, там, друзей, общения, круга общения. Но это все к лучшему придет. Это уже не остановить, это уже начинает происходить, либо уже происходит. И если вы там в смятении чувств, вы очень переживаете, вам говорят, что все будет хорошо. Либо это все к лучшему, и вы это скоро поймете. Так, мои милые, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.